Evet sayılı dostlar, bizim yayınımız devam etti ve bu Nevbeteki bir hacdahanlı musafirlerimiz ile subetke bağışlamağa isteyimiz. Studiyamızda hürmetli ve saygılı musafirlerimiz var. Evet, Evelysayt Hanım kıbı halkımızda çok istidatlı, güzel ve öz işini muvaffakiyetli becergen vatandaşlarımız var. Biz elbette onlarla gururlanamız ve şu cümleden onlarını bizim stüdyamızda görmek her vakit kuvanamız. Bugün biz işte güzel bir zenat hakkında laf öğreteceğiz. Yani ocalık zenatı belli olganı gibi insanın, her bir insanın hayatında oca ayrı bir yerde durmakta ve bugün bizim stüdyamızda birkaç işte oca nesilleri bulunmakta. Demek bizim subetimizge buyurun şu cümleden bizim misafirlerimizge kelgen insanlarını da takdim etmeye aşığımız. Tapsağ rayondan bizim stüdyamızga kelgen yukarı kategoriyalı Rus tili ve edebiyat hocası Elmira Hanım Süleymanova, Zarema Adilşayeva ve Ernest Ebulisi bizim subetimizge buyurunuz. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ taraflarda her şey güzel mi? Güzel. Пек гузель, машалла. Очень рада вас видеть в гостях, Эльмира Ханум. Как мы сказали нашим телезрителям, у нашего народа очень много талантливых людей, которые проявляют себя в различных сферах. Вы, мы знаем, педагог. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Почему решили стать учителем? Это очень благородная профессия. Ну, знаете, это все, наверное, закладывалось с детства, потому что рядом всегда оказывались хорошие учителя, хорошие педагоги. Тем более мы жили очень далеко от города Ташкент, это было 120 километров, это был Акурганский район. Вот, и там прекрасные были люди. Это мои, первые учителя, это Кузнецова Галина Сергеевна и Димурина Зоя Степановна. Закончила школу, конечно, я очень успешно. Но когда рядом такие талантливые люди, знаете, вот глядя на них, всегда вот эта вот мечта была стать учителем. Но после окончания школы я поступаю в институт, вернее, первый год я не смогла поступить, и как раз вот в моей жизни появился такой человек, это Кайтазов Тимур Адылович. Во-первых, уникальный человек, учитель истории. Он работал директором школы в Ташкентском районе Ташкентской области. Я ему так благодарна. Пришла я такая молоденькая, вся такая растерянная, и он говорит: ну что ты теряешься, все у тебя впереди. И он берет меня на работу. Берет на работу в качестве делопроизводителя, секретаря. Но потом я поработала месяц, он видит мой талант и говорит: Эльмир, давай мы тебя уже все-таки, ты у нас будешь пионер-вожатый, а вот ты очень такой активный в поиске. И я становлюсь пионер-вожатой. Проработала я буквально год и получила сразу отличника. Мне как бы вручили значок с отличием, что я хорошо справлялась со своей работой. Потом Тимур Адылович говорит: теперь будем учиться, Эльмира. Вот вы понимаете, вот такой хороший, вот действительно вот человек, это человек, который прошел войну. Судьбоносная встреча стала, да? Да, вот как-то вот так в жизни все складывалось, что постоянно рядом оказывались люди, которые действительно были связаны с этой профессией. И он постепенно, он видел, что все-таки мое рвение, я очень хотела учиться. Вот. И он мне помогал, он был моим первым наставником, первым учителем. Вот. Очень. Я проработала там 10 лет. Как учитель я сформировалась именно в Узбекистане. Потом переезд. Приехала в Крым и снова. Рядом учителя, рядом поддержка. Я очень благодарна. И в Крыму, то есть мы вернулись на свою землю историческую. И здесь мы обосновались в селе Червонное. И опять я встречаю Лидию Павловну Китюк, тоже наш директор школы, Татьяна Иринарховна Кузнецова. И вы понимаете, постоянно поддержка. Постоянно со стороны и дирекции, и администрации. А вот сейчас у нас Наталья Витальевна Медведева, Ниара Серверовна Заитова. Как-то вот так жизнь сложилась, что я постоянно вот с такими людьми, которые вот действительно, понимаете, воодушевляют, поддерживают, помогают. И именно здесь я уже получила и категорию высшую, здесь я уже действительно стала ветераном труда, потому что я 30 лет проработала в Червоновской школе. Я ее просто очень люблю. Почему? Потому что здесь уже вот все-таки произошло мое становление такого учителя, как учителя высшей категории. И вообще я люблю свой Сакский район. Почему? Потому что, не знаю, я считаю, что вот это лично мое мнение, что чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что ты преподаешь, и любить тех, кому ты преподаешь. И вот буквально в позапрошлом году, это был мой 4-й выпуск, я выпустила 7 лет моей жизни, это отрезок, который я посвящаю детям, которых я беру.
но я еще и учитель-предметник и классный руководитель. И вот в Это прошлом отдельная году- стихия, классный руководитель. Да, вот это вот у меня моя любимая стихия. Почему? Потому что все-таки учитель, когда он воспитывает и обучает. Безусловно. И я хочу сказать, меня так вот, вы понимаете, вот когда я уже детей выпускала, был последний звонок, и я действительно поняла, что вот 4-й выпуск, я выпускаю тех учеников, достойных в общество, которые были моими первыми учениками, это их были дети. Вы понимаете, и вот мне настолько это было приятно, я на Преемственность последнем поколений, звонке, да. я им сказала речь, говорю, ребят, вот здесь стоят ваши родители, это все мои ученики первые. Это был 91 год, я их брала, 92 год. Я их выпустила в 2000 году. Вот, и сразу посыпались звонки из Киева, с Москвы, со всех уголков. Мирказимна мы видели. Мы так вам благодарны, и поэтому я хочу сказать, что я люблю свою школу. Вот. Ну и теперь я всегда говорю детям, учитель после себя оставляет след. Это его ученики. Каждый человек в жизни оставляет свой след. И прежде всего это ученики. Да, как я сказала нашим телезрителям, сегодня у нас поколение, да, Да. учителей. Я сказала об этом не случайно, ведь именно Зарема Ханум, которая ваша ученица, уже и сама работает педагогом. Рядом со мной да? в геройской школе. В моей школе работает Селим Мухтарович, учитель математики. Рядом в Ореховской школе работает Наталья Анатольевна. Это тоже моя ученица. И мне вот, конечно, уже... Я как-то считаю, что я жизнь прожила не зря, потому что я воспитала, со своим коллективом вместе, я не одна. У нас очень творческий коллектив. Вот. И вот мои последователи, я детям часто говорю, вы знаете, я не зря прожила жизнь, потому что рядом у меня успешные ученики. Сейчас и 10-классник вот мой, сейчас я взяла 6 класс, вот у меня уже 5. Я беру с 5 довожу до 11 От класса. и до, да? То есть. Да. Люблю доводить дело до конца. Зарема Ханум, расскажите нам, как вы решили связать свою жизнь с педагогикой? Можно ли сказать, что Эльмира Ханум была вот тем самым вдохновителем? Ну, Эльмира Казимовна не только мой вдохновитель и наставник, это просто очень лучезарный человек, который нас взял в 5 классе, и мы зарядились той энергией, которой она вот нас каждый день заряжала, приходила. И из любой ситуации она всегда находила выход. Она могла всегда нас выслушать, поддержать. И вот, наверное, вот это и послужило, наверное, скорее всего, для того, чтобы я выбрала эту специальность. Стала филологом, стала преподавателем русского языка. И вот по сей день я всегда обращаюсь к ней за помощью. Потому То есть она по-прежнему остается для вас учителем? Да. Ну, конечно же, это не только мой учитель. Это просто, наверное, мой идеал, к которому я стремлюсь. Потому что Эльмира Казимовна многое сделала для того, не только для меня, но и для каждого из нас. Она в каждого из нас вложила частичку своего сердца. И поэтому выпустила столько классов она выпустила. И каждый ученик о ней вспоминает с любовью и теплотой. Если какая-то ситуация, даже сейчас в моей жизни какая-то ситуация такая сложная, я позвоню или прибегу, мы же рядом, недалеко живем в Червоном. Она всегда найдет время, она всегда подскажет. И в этом году она меня, кстати, аттестовала, приезжала ко мне на уроки. Да, мне было очень приятно. Конечно, и волновалась я, потому что это же мой учитель. Особая ответственность, да. Мне нужно... А вдруг поругает? Как прежде школьные времена, да? Ей можно, ей можно. Ваш педагогический стаж уже тоже достаточно 15 серьезный. лет, да. 15 лет, да. С их выпуска 4 учащихся моих стали учителями, Да, 4 нас. врачами. У меня 2 медалиста. Сейчас девочка у меня в Киеве, Наталья Забродина. Она тоже педагогический. Этот класс был очень сильный, одних из самых сильных. Вообще, классы, конечно, я хочу сказать, несмотря на то, что мы живем в деревне, у нас очень хорошая школа. У нас мудрые руководители. Вы понимаете, все наши начинания, я смотрю, даже сейчас у меня внуки учатся здесь в городе, у нас школа намного сильнее. Я не хочу обидеть город. Почему? Те дети, которые уходят в город, у нас же Саки рядом, у нас очень много детей возвращается к нам. Почему? У нас школа, 260 человек. И каждый ребенок у меня на виду. Я знаю, этот класс был самый большой. Сейчас у меня еще 9-й тоже большой, 24 учащихся. Но я хочу сказать, я знаю о каждом ребенке. Вы понимаете? Поэтому я могу остаться позаниматься с детьми. И мы с Заремой Медведевой в прошлом году были эксперты по проверке работ ОГЭ.
Сакского района, мы проверяли с ней работы, и мне вдвойне приятно, что у меня такая успешная ученица. Мгм. Подрастающее поколение тоже уже наступает на пятки. Расскажите нам об Эрнесте, тоже, да, талантливый ваш ученик. Определился ли он уже с выбором профессии? Определился, да. Определился. Ну, рассказывай, кем будешь? Ну, Эльмира Казимовна меня до сих пор обучает, она ведет меня с 5 класса, преподает у меня предмет русского языка и литературы. И я не понаслышке знаю, что она опытный учитель с большим опытом, потому что я не единственное поколение в семье, которое она обучала. Она обучала моего старшего Агашку, старшую Таташку. И я надеюсь, что я не последний, кого она будет обучать в нашей семье. И Эльмира Казимовна не только хороший учитель, она еще и хороший человек. Она часто дает очень дельные, хорошие советы по жизни. Она очень искусный учитель, потому что она не только преподает тебе предмет, она это делает с интересной подачей. Человека интересно слушать, и поэтому даже вот от мала до велика, с 5 по 11 класс детишки, они очень внимательно, я всегда слушаю на уроках, я слышу, как они сидят на уроках, и обычно эти детки у нее, они очень умные, вот с 5 по 11 класс, и поэтому Эльмира Казимовна часто ведет вот учеников, ей часто дают учеников, потому что она интересно рассказывает. Деткам нравится очень сильно, и вот, они как губки впитывают вся информацию, становятся более умными. Я уже представляю, уже, наверное, классы, Да. где будет преподавать Эльмира Оджа, сразу заполняются, и уже там идет... Да, такой- родители ждут. Возьмете наших, возьмете. Я говорю, да я всех детей люблю. Я показываю всем, помню, кто подходит. Я же говорю, у нас просто и коллектив такой хороший, понимаете? Вот, и у меня еще, знаете, такая вот в жизни, не знаю почему, я всегда, вот Риза мне звонит с Киева, он очень тоже успешно, он говорит, у нас была в этом году встреча, 20 лет, они приглашали меня, 30 человек. И потом уже позвонил Риза и говорит, Эльмира Казимовна, ваш девиз всегда вперед. Этот класс у меня с 5 по 11 класс года. На всех этапах. Те классы, в которых я работаю, вот почему-то, вот, я не знаю почему, но вот так сложилось, что я детям говорю, ребят, мы должны быть успешными. И у нас, ну, есть, были раньше, сейчас, конечно, уже не так, а вот в те годы класс года. Вот. И когда я в прошлом году выпускала класс, я все эти почетные грамоты, их было 7. Говорю, ребята, вот это наш труд. Фотографии, ну, в общем, все там было. Ну, от того, что и коллектив хороший, хочется работать, и дети хорошие, и родители хорошие. Вот этот треугольник, потому что Очень родители важный, прислушиваются, да, да, вы понимаете? И я, когда вот сколько я вот вожу детей по экскурсиям, я очень часто их возила. Во-первых, у нас Крым какой красивый. Показывала места, у нас был и Маяковский, к нам, значит, и Пушкин. То есть места, вот, где были связаны и Евпатория, и музей Грина, и галерея Айвазовского. Вы понимаете, куда бы я ни привозила этих детей, и вот мы были последнее, это была дача Чехова. И вы знаете, прям вот, а вы с какой школы? Я говорю, как с какой? Червоновская, это глубинка Сакского района. Да вы что, у вас такие дети? И мне вдвойне было приятно. Приятно то, что это наши дети, что это наши воспитанники. Вот. И удачно они, конечно, определяются. И прошлый выпуск у меня поступил на госбюджет. Они все, ну как, хорошо, успешно сдали ЕГЭ. Вот. Я очень рада, я горжусь ими. Вот, горжусь своими учениками, своим коллективом. Ну, знаете, это наша работа. И самое дорогое нам родители доверили – это своих детей. Вы понимаете, иногда часто слышу, это же чужие дети, что вы так переживаете? Я говорю, вы знаете, родитель отправил их в школу для того, чтобы здесь учитель воспитал. Да, мы воспитываем втроем. Это учитель, ученик и родитель. Но родители на работе, а наша задача, понимаете, вот сеять добро в души детей, воспитывать, обучая. Или обучать, воспитывая. То есть я хочу сказать, это все-таки будущее наше. И я вот сейчас говорю, ребят, мы уходим уже на задний план, а вы наше будущее. И каким мы его выпустим, зависит от нас, от учителей. Все-таки, да, как сказали ваши ученики, эпохи меняются, ученики тоже различные, да, сейчас появляются различные соцсети, всевозможные какие-то новые веяния. Вот как, по-вашему, каким должен быть современный педагог, да, чтобы все эти веяния не упустить и быть в теме, да, как вот это модное слово, быть в теме со своими учениками? Вы знаете, был такой очень интересный момент, когда вот, ну, начали эти компьютеры появляться.
мы проходили курсы, но это курсы. Вот. Я, конечно, купила ноутбук, но для нас как? Для учителя орудие – это указка и мел. Я ночами рисовала, когда вот их выпускала, вот эти все наглядности. Сейчас уже все это я приобрела. Сейчас мне и подарили, это было как бы в другом государстве. Мне подарили проект, у нас сейчас и доска интерактивная, сейчас все есть. Только работай, дерзай. Вот. И для меня это было что-то с чем-то. Но, знаете, и дети меня учили. Эльмира Казимовна, вот так сохранить, вот так сделать. Вот. И я хочу сказать, знаете, вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. И вот они меня обучали тоже как ученицу. Вот. Ну, и я хочу сказать, вы знаете, вот пусть Эрнест скажет, да, компьютер – это хорошо, техника – это хорошо, но я всегда работаю с первоисточниками. Да, они там вначале, но они уже знают, то есть, стиль моей работы. Вот. У них всегда, вот они проходили грозу, у них первоисточники. И вот Эрнест читает. Я говорю, вы знаете, вот в кратком – это в кратком. Посмотреть презентацию – это посмотреть презентацию. А первоисточник вы должны поддержать. Вы должны эту книгу ощутить. Прожить ее. Конечно. И они знают, да, тяжело им сейчас, но мы даем задания на лето. Вот, поэтому работа с первоисточниками, какая бы ни была сейчас у нас технология, все равно, вы знаете, книга – это все-таки, я считаю, что она человека обогащает. Она, во-первых, его воспитывает. Это же книга. Надо работать с книгой и с первоисточниками. Вот я так считаю, не знаю. Ну, сейчас век такой, век технологий. Дети, конечно, более такие, как будем говорить, продвинутые, да. Да. Но я как-то все-таки еще немножко против. Да, телефон – это может быть необходимость. Вот сейчас смотрю, внуки очень хорошо ориентируются. Но я все-таки, знаете, как-то еще придерживаюсь старинки. База, классика. Да, конечно. Вы что, первоисточник – это в первую очередь. Он должен ощутить, понимаете, во-первых. И прежде чем изучить произведение, он сначала должен знать жизнь этого человека, который создал это прекрасное произведение. Вот. Ну и в основном у меня дети готовят, они готовят презентации, они рассказывают, а потом мы постепенно переходим к изучению. Эльмира Ханум, что бы вы хотели пожелать всем педагогам, либо абитуриентам, да, которые вот планируют связать все-таки свою жизнь с педагогикой и хотят стать учителями? Что нужно делать, чтобы быть учителем, да, как вы, чтобы вот была такая преемственность поколений, чтобы ученики только хорошо отзывались о своем педагоге? Вы знаете, вот у нас в школе такая традиция сложилась, не знаю почему. Вот проходит сентябрь, и к нам приходят наши ученики. И в этом году пришли ученики, это Вика Пазинич и Вова Чебанов. Вова у меня на германский, он поступил роман на германские языки, он тоже филолог, он сдавал литературу, сдал ее успешно. И когда они пришли, первый вопрос, Наталья Витальевна их встретила, мы очень рады своим ученикам, они обязательно возвращаются и говорят, вы знаете, нас там спросили в университете, а в какой школе вы учились? Мы сказали, в обычной деревенской. Не может быть, это наша школа специализированная. Мы, говорит, так были удивлены, потому что, говорит, наши знания, которые нам дали наши учителя, очень глубокие. И нам это, знаете, было настолько вот приятно очень. Ну и учителям я хочу... Есть прекрасная такая вот Алена Карасева. И вот вы знаете, я хочу сказать, написала прекрасное стихотворение. Я хочу вот это пожелание мое всем учителям: любите свою профессию. Вы понимаете, потому что ученик маленький, он становится взрослым, юношей. И вы понимаете, ваш труд, он никогда, вот, ну, даже бесследно не пройдет. Конечно, ученики, которых я учила в Узбекистане, они до сих пор меня почитают, они обязательно позвонят и спросят, как дела. Учитель – это вечное движение и рельсы, не дающие свернуть. Учитель – это центр притяжения, он факел, освещающий нам путь. Все школьники теплом согреты, все дни его заботами полны. И дети, словно малые планеты, в орбиту его дел вовлечены. Учитель, как садовник, он стремится ребячьи души бережно растить. И навсегда между ними сохранится незримая связующая нить. Открывая знания им вселенную, он научит, как дружить, любить и мечту исполнить дерзновенную, и как планы в жизнь воплотить. Формирует детское сознание, чтобы людьми достойными им стать. Быть учителем – высокое призвание. Его дело – звезды зажигать.
Çok sağ olun, Эльмира Ханум. Мы благодарим за это вдохновение, которым вы сегодня зарядили всех педагогов. Мы в этом уверены. Как раз в начале рабочей недели и в конце учебного года это особенно актуально. Мы вам желаем успехов. Прежде всего, благодарим вас. Горды, что в нашем народе есть такие педагоги. Желаем вам новых талантливых учеников и будем рады видеть вас у нас в гостях снова. Çok sağ olun, Эльмира Ханум. Қайырлы күндер. İşte böyle sayılı dostlar, sübetimiz sonuna keldi. Meraqlı sübetten son keliniz böyle kısqa teneffüs yapayıq. Ondan son keni de bu studiyada görüşürüz.